Ассаламу алейкум, дорогие мои подписчики. Это недавно я шла в магазин по дороге. Напротив меня один такой мужчина. Ну, он это пенсионер, ну, пожилой. Подошел, я думала, что-то он это хочет спросить. Он подошел и видел меня. Вот смотрите, какая-то платье одеваю, вот такое платье, да? Он видел мне с это платье, говорит, такой одежды одевай у себя на родине. Я улыбалась с улыбкой, ему смотрела и говорю, хорошо. Здесь не одевайте, хорошо? Я говорю, хорошо. Он говорит, здесь не одевайте, эти такие одежды у себя на родине одеваете. Я говорю, хорошо, я вас услышала. Спасибо, я ему сказала. Такое еще, это 5 лет назад, когда я была на первом курсе, город, где я учила, студентка, тоже иду на учебу, а напротив меня группа такая, девчонки, подростковый возраст, они идут, и мимо меня, когда близко ко мне они подошли, одна из них говорит, ай, цыганка, говорит, цыганка. Я говорю, кто цыганка? А вы не цыганка? Я говорю, нет, я не цыганка. Я преподаватель английский, арабский и иностранных языков. А вы знаете это языки? Я говорю, да, я полиглот, я не цыганка. Серьезно? Я говорю, да. Они не извинились, ничего. Я сказала, да, я не цыганка. А у вас такая платье длинное, говорит, платок такой, говорит, похож на цыганку. Я говорю, что у меня похоже на цыганку? Лицо же не похоже на цыганку. Что у меня? Ну, платье у вас как цыганка. Я говорю, ладно, бывает. Ну что, ваши глаза, так это выглядело. Ваши глаза. Вот это 6 лет мы здесь живем. 2 раза такое было. Я не обижаюсь. Потому что человеку как это выглядит это на глаза, так это чувствует, ну как это, так думает, так это говорит, что в голове, так это, как наш преподаватель сказала, когда мы в колледже учили, таких людей, это голова у них стоит тараканов. Поэтому, как еще есть пословица, на дураков не стоит обижаться. А вот это пожилой человек, он такой красиво сказал, здесь не одевайте такое, это одежду своей. На своей родине езжайте, там одевайте. Я сказал, хорошо, спасибо большое. Вот, вот так. Поэтому наша религия очень добрая религия. Мы не должны сразу все эмоции сказать, что ты сказала, кто ты такая или кто ты такой. Каждый человек может использовать матершинские слова или как это обидеть кого-то, да? Каждый человек может. Но один человек не может, знаете, как кто? Который боится Создателя. Я боюсь своего Создателя, я соблюдаю это правило нашей религии. В нашей религии это пророк самый состоятельный хадис, мусульман настоящий, который либо говорит полезное слово, либо молчит. Да, из этого самый лучший это нрав мусульман, тот, который либо говорит это, творит хорошего, либо молчит. Либо говорит это полезное слово, либо молчит. Поэтому я, если знаю это хадис пророка салам, да, слово, я должна соблюдать не то, что сказать, что я хочу. Шайтан, это много, что это хочет, что я сделала. А я шайтан скажу, нет, я с тобой не дружу. Иди гуляй. Шайтан скажу, иди гуляй. Подальше от меня, правильно? Вот. Вот так. А, кстати, вот хотела это. Вот у нас такой шкаф есть. Видите, такой шкаф, который кто-то книги это своих хочет дома, принесет сюда, они поставят. Видите? А я порой раз отсюда книгу возьму и почитаю. Видите? Интересно, да? Любитель книги тоже есть. Я порой раз это днем прихожу сюда, книгу возьму и на этой скамейке сижу и почитаю. Люди берут, читают отсюда и обратно они ставят сюда. Вот так, дорогие мои подписчики. Еще раз скажу вам, благодарю вас. Вы самые лучшие, вы самые крутые. Пока-пока.